Начиная с самого края, вот оттуда, вон оттуда, идут башенные комплексы Варсва-Юрта. Варсва-Юрт, Варсва и башенные комплексы, жилые, боевые. И какие инструменты подъемные, что они использовали для того, чтобы поднимать вот такие огромные валуны в горной части на краю ущелья. На краю ущелья. Посмотрите. Посмотрите вы только. Вот. Посмотрите, насколько геометрически выверено, четкие строения. И все это на обрыве. Хотя снизу тоже вот строение осталось. Посмотрите, какая красота. Там дальше выше тоже. Ой. Но что бы кто ни говорил, мы видим, что Варсва искусные мастера. Посмотрите, какую арку. Арки были здесь, стены, толщина стен. Посмотрите, жили. Какие стены. Никаких цементов. Посмотрите на эти блоки. Вот спереди, а вот сбоку. Толщину посмотрите этих блоков. Как они положены. Как они временем уничтожены. Вот. Это просто не передать. Вот здесь от арки внутренние остались. Вот здесь тоже постарались. Я так понимаю, война. А вот и петроглиф. А вот и петроглиф. Наши труды оправдались. Вот еще один петроглиф на Арсоевской башне. Арсой баншля. Хотя петроглиф кривой. Вот этот башенный комплекс. Жилой башенный комплекс. Вот. А вот этот петроглиф. Вот он. Второй. Возможно, есть еще. Возможно, есть еще. Но это только то, что я успел зафиксировать, найти. Башенные комплексы очень сильно уничтожены. Посмотрите на эту кладку. Посмотрите на все это великолепие. Ну что, друзья мои, я хочу на этом вот здесь заканчивать. Там есть еще выше Арсой башни. На этом, так сказать, моменте я хочу закончить подсъемку исконно новчих земель тейпа Варсвай из Чуберлоевского Тухума. Я показал вам население Варсоевское, я показал вам башню, я показал вам гору, где обитали, проживали предки варсоевцев. Я надеюсь, вам понравилось. Я показал вам как минимум 2 петроглифа, которые есть на варсоевских башнях. Это культурное богатство, наследие наших исконно чеченских тейпов. Показал вам мастерство строительства, как они строили, как они выживали, как они могли в таких, посмотрите, в каких настолько труднодоступных местах жить. То есть это горы, ущелье, чтобы спуститься за водой, это как минимум километр вниз и километр вверх. А посмотрите вот на эти поля, как аккуратно они за ними следили, до сих пор следят и обрабатывают.
Земля, почва именно на этой горе, именно здесь я заметил особенно сильно, именно Саадой, Уарсвай, она необычно черная. Я видел разные черноземы, но вот именно такого, как уголь черный чернозем, именно на этой горе. Конечно же, есть и, я не знаю кто, но на Арсойской земле построили хибару, я так понимаю, это Сюли, потому что Нохчи так бы никогда не жил. И гид, который был с нами, он говорит, что в прошлый раз, когда они приехали, что эта небольшая лачуга находилась внизу. Теперь они потихоньку передвинулись, уже поднялись на гору Уарсвай. Не знаю, это по договоренности, есть ли разрешение у него или нету. Но, как говорят старожилы и старейшины, и достойные исследователи, вот так по одному начинают строить хибары, проживать и говорить потом, что это наши исконные земли, что мы здесь жили, что наши деды здесь пасли коров, овец. Если есть договоренность, тогда нет никаких проблем. Если же он сам потихоньку начинает продвигать свою хибару на Хиндоевскую гору, вглубь территории Чечни, я думаю, Уарсвай, да и представители нашего районного администрации должны посмотреть, проверить, так ли это или нет. Это на самой границе, где находится Арсоевская башня. Места завораживающие, очень красиво, огромно. Я даже не думал, что здесь так много башенных комплексов, именно жилых башенных комплексов. Это, ну, как минимум, то, что я насчитал, это 76, как минимум. Это то, что видно. 76 объектов культурного наследия. То есть это жилые, боевые башенные комплексы. В основном жилые башенные комплексы. Но строения, петроглифы, обработка камня, даже арки сохранились, вы видели. Вот. Все это наше культурное наследие. Все это здесь жили исконно Нохчи Тейп Уарсвай из Чаберлоевского Тухума. Надеюсь, сегодняшний эфир вам понравился. И вы оцените, поставите лайк, подпишитесь, распространите. Если что-то есть того, что я не знаю об Уарсвай Тейпе, я прошу написать в комментариях или выйти в директ и рассказать свою историю, может, какую-то более известную, более древнюю, об Уарсвай, о горах Уарсвай, о башнях Уарсвай, о тех могильных плитах, которые я вам показал. Так что всем огромная благодарность за то, что вы смотрели сегодня этот видеоролик. Надеюсь, всем понравилось. Если будет шум, прошу не обижаться. То, что есть, я использовал по максимуму. Вот. Посмотрите еще раз. Какая красота. Стараюсь подняться. Еще раз петроглиф. Посмотрите, какие камни. Толщину посмотрите. Основание. Вот так вот. И вот огромные стены. Все, что осталось
товар свой. Желаю всем удачи. С вами был ваш брат Башлам. Адекюэль. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.